Подразделению ОМОНа Управления Росгвардии по Чувашии исполнилось 27 лет. На свой праздник сотрудники по традиции пригласили журналистов посмотреть, в каких условиях они работают и тренируются. Каждый день несет службу немецкая овчарка Сириус. Он такой же сотрудник ОМОНа и понимает всю возложенную на него ответственность, поэтому ведет себя с достоинством. В его задачи входит поиск взрывчатых веществ. Сириус за считанные минуты обнаружит динамит и гранаты. Обучают таких собак, начиная с полугодовалого возраста. Появился целый помет. Весь помет запускают в какой-нибудь темный угол. Если какая-нибудь собачка не зашла, ее сразу же убирают. Потом по лестничной площадке небольшой такой. Если какая-то собачка не прошла, тоже убирают ее. Так из всего выводка остается 1 или 2 профпригодные собаки. Из-за их обучения берутся кинологи. Для обнаружения и обезвреживания взрывчатых веществ используют и подручные средства. Вот такие металлодетекторы. Выезжают на вызовы в специальных костюмах саперов. Любая мина, любое взрывное устройство в своем корпусе содержит металлические предметы. Задачи ОМОНовцы выполняют в Чувашии, но нередки у них командировки в другие регионы страны, чаще на Северный Кавказ. Поддерживать хорошую форму нужно регулярно, тренировки не реже 4 раз в неделю. Показали журналистам и арсенал использующегося оружия. Винтовки, автоматы, карабин. Современная оптика предметов вооружения позволяет увеличивать цель в 12 раз и стрелять с точностью около 2 километров. В гараже есть современная техника, в том числе БТР. Хоть задачи наши остались те же, но больше акцент все-таки сделан на участие в охране общественного порядка, общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Соответственно, больше время подготовки, профессиональной подготовки наших сотрудников. За 27 лет существования ОМОНа изменилось многое, но только не традиции. Здесь не забывают чествовать ветеранов и отдавать дань памяти тем, кто сложил голову на службе Родине. Наталья Егорова, Алексей Некин, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.